компанией. Добро пожаловать на наш экспедиционный катамаран. Вернее, ваши. Любомира, Николай Александрович, Саян, сын Тита. Тит, где у нас Тит? Вот мы пока разбираемся. Итак, друзья, сегодня у нас 23 августа. Вчера было 22 августа. Это для нас очень значимый день. Да, Николай Александрович? Мы достигли острова Бинетта. Реализовалась мечта Николая Александровича. Всей нашей компании. Всей нашей компании. Мы 22-го дошли до Бинетта. И потом долго искали, как пристать среди этих скал и туманов. И пристали только 23 августа. Так что у нас юбилей. Сегодня как раз, сегодня. Да. Ну, по сути, это даже несколько дней юбилейных. 2 года прошло с тех пор. На самом деле, как вчера. Это вот Саша, сын Николая Александровича, наш штурман-навигатор, который не спал ночами, следил за нами, за погодой. Вот мама носит на руках. Молодец, настоящий сын своих родителей. А ты не едешь, что ли, с нами? Нет. Вот тут целая экспедиция, которая была на острове Бинетта. Ты же тоже, считай, с нами был. Ну, только мысленно, душою. В общем, мы решили собраться, отметить это дело. Буквально там на 3 денька выбраться на реку Лена. Николай Александрович уже спланировал, я думаю, маршрут, но я пока не знаю, куда. В сторону Намцев мы куда-то вниз по течению пойдем. Порыбачим, поохотимся и просто здорово проведем время, вспомним эти деньки. На самом деле, как сейчас, вот мы сейчас обсуждаем, 2 года прошло, а я прям это все помню. Ну, я потому что фильм еще делал. Мы с вами находимся на лодочной станции. В этом году я сюда еще с камерой не приходил. И сейчас отсюда будем отчаливать. Мы находимся на тримаране. На нашем, вот видите, оранжевые баллоны. Николай Александрович сделал из него катамаран. И вот такая вот замечательная капитанская рубка. Жалко, Нюргуна с нами нет. Он работает же, да? На Ленский сейчас ходит. Нет, он приехал, но что-то у него не получается. Не получается. Ну, да, он все лето работал на своем катамаране. У вас тут хозблок, прям круто. Это вот. Сами все делали, да, Николай Александрович? Да. Вот. Все Николай Александрович сам спланировал вот это, чтобы здесь вот было, ну, чисто вот было приятно отдохнуть. Как тут все устроено. Вот так вот у нас зона комфорта. У нас пока тут еще беспорядок. Ну, это мы, потому что только приехали, раскладываемся. Вырпах можно? Да, конечно. Домашний бырпах я сделал. Вот начал уже, да, вот я сам попробуй. Слева. Ну, я бутылку взял, ту, которая была, но бырпах сделал. Собственного производства, попробуй, зацени, как. Надеюсь, в туалет бегать не будем после этого, как ты думаешь? Нормально. Нормально. Валера сейчас сказал очень запоминающуюся для меня фразу. Брось камеру, говорю. Брось камеру, да. Или с какого слова повторить? Все правильно, все правильно. Привет, привет. Настроение бодрое? Настроение бодрое, отлично. Вы пока вещи привезли, потом приедете? Нет? Все? Ну вы же сейчас отчаливаете. Да, вы. Я сразу с вами. А, это хорошо. А Валера попозже? У меня работа сегодня. А, Вечером вас догоню в общем, на реке. вечером на реке. Да. Найду вас. Это вот ребята, когда какой-то оврал, я там с камерой бегаю, снимаю, а они говорят, брось камеру, дела надо делать. Сразу, да? Вот эту фразу я запомнил навсегда. У нас еще спасательная лодка, оказывается, с собой. Все, мы стартанули. Николай Александрович за штурвалом. Проезжаем Якутский Дубай. И вот мне прям опять флешбэк в экспедицию, когда мы шли по морю Лаптевых, только вышли, вот Тит сидел впереди, смотрел мели. Да, помнишь эти кадры? И по рации передавал назад, что вправо-влево, чтобы мели, не дай бог, не сесть. О, по весне здесь вообще вот этого острова нету. Тут вода кругом. Обалдеть. Я поворот. Сейчас мы готовы в воду лезть, если что. Возможно, придется. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Или проскребемся. Arı yuha kotoğum bir.
Чугая. Все, проскочили. Ура. Хорошего улова. Спасибо. Спасибо большое. Будик кевар, будик. Ари. Ой-ой-ой. Канав. Совсем мелко. Вега коток осты. Раздеваемся. Ну, надо. Сели на мель. Немножко потолкали. Вот получается, сейчас прям видно, где глубина начинается. А вот и катамаран Нюргуна стоит на базе. Нюргун, привет тебе. Проезжаем берег, а раньше тут была протока, а это остров. Сейчас он стал гораздо больше. Распогодилось, вообще хорошо. Наша первая остановка. Вороны что-то там кружат. Ой, это кто? Коршуны? Да. Коршуны. Николай Александрович классную систему приобрел. Моторчик, и не надо ничего там ртом, да, делать. Что вы там увидели? Рыба? Следы. Следы? О, собачьи? Или волчьи? Вы думали, медведи? От протоки осталось вот ручеек. Да, конечно, здесь здорово на островах песчаных. Проходим Кангаласский мыс. Хорошее место. Много раз я тут отдыхал вот там на вершинах. Там даже где-то заезжал. Идем дальше в Нанце. Ищем проход. Смотрится, как будто сплошной тупик берег, но где-то есть, мне кажется, протоки. Очередная техническая остановка. Все места прикольные. Но нам надо на Графский берег в Нанце идти. Обалдеть, кого-кого, коров мы тут не ожидали увидеть. Ну, наконец добрались. Графский берег. И ребята уже где-то здесь. Время у нас 7 часов почти. Шли мы, можно сказать, 8 часов. Здорово, Серафим! Команда пополняется. Как дела? Отлично. Ну, Валера нас догнал. Привет. Не прошло и дня. Привет. Заказы. О, хлеб, да, мы хлеб не взяли. Красавчик, добрались, молодцы. Привет, девчонки. Привет. Добро пожаловать на наш экспедиционный корабль. Все, почти вся команда в сборе. Лаура, Рита, Любомира, Оксана. Вот наш тыл, который каждую минуту наблюдал за нами. Всю нашу экспедицию следили. Валера, Тит, Серафим там делами занимается полезными. Что у нас там будет на обед? Гусь. Хас. Отлично. Ну и Мирлан. Мирлан следит за лодкой, чтобы ничего тут мотор не попало, не замотало веревку. И Николай Александрович у нас за штурвалом. Наш капитан. Руководитель нашей экспедиции. Команда почти в сборе. Да. И, конечно же, у нас очень вкусный стол будет. Уже очень вкусно, будет еще вкуснее. Тут столько всего. Ну, это на самом деле не очень легкая работичка, так скажем. О, молодец. Не, отпусти Зиммерна. Он хочет вот так. А там коряки. Все пределы. Серафим тоже в пределе. Предел. Красавчик, как бы без тебя вообще. Мирлан подготовил казан, почистил. Парни ставят палатку. Разжигаем огонь. Будем готовить гуся с картошкой, жаркое из гуся. Сима занимается гусем,
А я сегодня в подмастерье, ребята. Впервые в жизни, да, удивительно для вас. Я буду помогать, а не готовить. А, не ты готовишь? Сегодня Сима. Сима? Я ему аккомпанимирую. Просто надо сказать те слова, которые человек любит. И человеку, как говорится, соль к рыбе. Ни много, ни мало. Самое то. Малосол называется. А если вот этот грань, там, как говорится, будешь... Ага. Учитель, помедленнее, пожалуйста, я записываю. Ежик. Ежик. Я аж упал, блин, тут. Господин учитель. Очень хорошо он говорил. На машине ехали, телефон зазвонил. И Серафим. То время, как Алло! корабли, да? Очень рад Просторы. видеть. Слышать твое лицо. Очень рад, что... Счастливое лицо. Слышит твое счастливое лицо. Тебе дай зажигалку. О, Это вам не тут, тут вам не там. Валера врет, потому что я был первый раз с Валерой знаком через Николая Александровича. Вы поняли, да, что он сказал? Николай Александрович. Все понятно, Серафим. Первый знаком с Валерой через Николая Александровича. Да, Сима говорит. Вот у Николая Александровича с Любомира в магазине их технологии выживания всякие разные классные штуки продаются. Вот фонарики Любомира. Она солнечная батарея, да, здесь заряжается? Заряжается от солнечной батареи и от сети. Внутри находится аккумулятор. И вот таким светом она будет гореть 5 часов. 5 часов так, да? Ну, круто. Надо к вам как-нибудь зайти в гости, поснимать, кстати. О, машина рычаг бандык. Обязательно. Уже несколько дней Вот использовали. гирлянда. Это тоже у вас, да, есть такие? Да. А, класс. 10 метров. Какая красота. Вот так вот, Её да, мо- она раскручивается? Ее можно использовать как светильник. О. Ага, и вот как лампочка. И как гирлянда, и как лампа, да? Да. И одновременно можно. Да, О, класс. одновременно. А недорогая же штука, сколько она стоит? 1600. 1600 всего лишь. О. То, что надо. Светить лампочки, фонарики, красиво которые было. продаются у нас. Ну. В Азии магазин находится. ТЦ Азия, первый этаж. Небольшую рекламку сделаем вам. Потому что магазин реально, правда, очень полезный. Там столько всего интересного там продается. Темнеет, наготовка идет полным ходом. Серафим делает супер блюдо. Гуся он готовит без всякого подсолнечного масла. Вот сейчас не знаю достать. Срезал жир гусиный. И вот его растопили, и на нем сам гусь готовится. Ароматы. Вот за что я люблю ездить куда-нибудь отдыхать с местными ребятами, потому что они очень вкусно всегда готовят. Вытаскиваем мясо. Потом сейчас пойдет лук, морковь. А, еще не готово, еще зажарка. Нет, это только, как говорится, мясо. Любомира сделала классный пирог. Остров Бенетта, 2 года. Избушка у нас здесь стоит. Повтори. Витя, повтори-ка. Обозначил, ага. Вот. Избушка. Мы зашли вот так. Здесь причалили, избушку здесь построили. Здесь ручей идет, маленькое озерко. И в общем, когда я ходил за гербарием, я ходил вот так, вот так, вот так. И вот на эту часть вышел и в сторону Ледовитого океана свой грозный взор сделал. И обратно вот так, и посюда пришел. Когда я посюда шел, Эркин меня уже на этот... Ну, вглубь острова как мог. В общем, здесь увидел белого медведя и испугался и обратный ход. Да не верим мы тебе, испугался он. Он испугался за жизнь медведя. Я испугался, на самом деле я испугался Мина, батарейка. 762, где? Бухта Любомир. 762, а тут большая махина же. Хрен его знает там сразу. С одного выстрела может и не это. Бухта Любомира, вот она. Вот она вот здесь.
Вот это Эмма, да? Да. Это София. Первая наша Ну, Мелина. Не-не, София вот она. София. И Мелина Тоже тут, да? надо снимать. София вот она. И Мелина, да? Маланте. Над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый день. Городу 2000 лет. Человек-оркестр. Ну и гитара. Это панк-рок. Замучили дорогой, я выйду за сил. И в доме лесника я ночлега попросил. С улыбкой добродушной старик меня пустил. И жестом дружелюбным на ужин пригласил. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй, множество историй. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Все отлично погуляли, отметили. Пора и спать. У нас доброе утро. Но оно омрачено тем, что мы провожаем ребят, часть нашей команды, домой. Ну, может, оно и хорошо. Хорошо, думаешь, да? Дела. Ну, дела, да, работа. Вот Мирлан, Серафим с своими половинками. Надо их отвезти, а мы возвращаемся и тут отдыхаем. Валера пока готовит все к рыбалке. Серафим. Спасибо тебе за вчерашнего гуся. Это было очень-очень вкусно. Ну все, хорошей вам дороги. Спасибо, что приехали, что были с нами. Давайте, парни. Спасибо вам. Хорошо отдохнуть. Да, мы отдохнем. Хорошо встретили гостей. Спасибо, мы очень довольны. Всем спасибо, всем хорошего отдыха. Хорошо отдохните за нас. Очень хотелось бы 2 дня здесь пропустить, но Но нам так придется с получилось. удвоенной силой отдыхать. Ловите рыбок, как Да. говорится, больших и маленьких. много и больше. И много, и много. Ну давайте. Счастливой Счастливо. дороги. Здесь мы сейчас должны сделать вью и уехать за край. Да, давай, красиво. Ну, а мы обратно. Игорь, Да. якорь. А, якорь же. Я же побежал. Сейчас я камеру положу. Ребята вернулись не с пустыми руками. Кто поймал? Вот в Якутии, к сожалению, всегда в какой-то период какие-то есть летающие такие твари, которые мешают немножко отдыху. Сейчас у нас период ос. Вначале лета были слепни, потом комары, потом мошки. Покормим рыбку местную. Оп. Свежая жареная щука у нас скоро будет. И еще шашлык. Валера вон там делает костер. И у нас нет шампуров, но их всегда можно сделать из стальника. Шампур же, да, делаешь? Ух, как будет вкусно. Катамаран наш уезжал на рыбалку в другое место. Я сторожил лагерь. Сейчас посмотрим, что ребята наловили. О, это неплохо. Раз, два, три, 4 щучки или больше даже, да? 5.
Все, 9 утра. Все собрались. Вот куда-то катамаран поплыл. Ну ладно. Я, как всегда, последний. Вот так здорово устроился, на самом деле. У меня место такое классное здесь. На берегу пересохшей протоки. Красиво тут. Ну, пора собираться. Сегодня у нас утром тестируем разные оборудования, технологии выживания магазинчика Николая Александровича с Любомирой. Вот у нас подарки. Во-первых, нам подарили вот ребятам каждому по такому вот фонарику. Фонари для Классному для выживания, да, там Титу, всем мужчинам. Фонарь мультитул. Да, там еще отвертки всякие, даже прикуриватели. Зажигалки, свистки. Да. И сейчас вот у нас тестируем гудок. Давайте, Николай Александрович. Кушаем. Вкуснятины доедаем. То, что у нас. Надо было так будить нас сегодня с 8 утра. Использовать и на поисках заблудившихся людей. А, да, кстати. Она, во-первых, небольшая, занимает совсем мало места. Ага. И вот один такой баллон 60-75 нажатий. Слышимость 1,5 километра. Саян у нас сегодня за главного рыбака. 3-я рыба у тебя уже за утро. Причем все разные. Сначала кушка поймал, потом что-то похоже на язя. Теперь щучка. Ну покажи, куда ты пошел. Ага. Небольшая, правда. Отпустим ее. Ну все. Хорошего понемногу. Выходные быстро пролетели. Но было очень здорово вспомнить те 2-летней давности времена, события. Аркен, ты единственный, кому я еще не дал твой экземплярчик. А, точно, Валера, круто, спасибо. Путевые заметки, наш дневник. Валера на якутском языке написал дневник экспедиции Бенетта. Да. Класс. Теперь осталось выучить якутский. О, ты так, ух ты, и тут мы даже есть все. Другому другу. О, Валера. Спасибо большое. Читай. Спасибо. Давай, аккуратненько. Супер, спасибо, благодарю. Все. Приехали в Грабский берег. Здесь катамаран останется на несколько дней. Николай Александрович потом едет в сторону Сангар на неделю плюс-минус порыбачить, поохотиться. Все, всем спасибо. Кстати, наши половинки впервые так вот выбрались, да, вот ну, по крайней мере, Любомира, да, вот так вот. Сколько Николай Александрович прошел всяких таких походов, вездеходов, но вот свою супругу, любовь свою взял впервые так вот на такой речной дикий отдых. Здорово, что мы собрались. Отличное начало, да. И сейчас встретим золотую осень. Да, да. Ну давайте, всем счастливо. Попрощаемся. Как говорится, Николай Александрович, до новых экспедиций. Все, а мы сейчас едем с Валерой, там полная машина, сейчас покажу. Валера все умеет. Ну и Оксана тоже от мужа не отстает. Оба молодцы. Так, и сейчас надо как-то мне тут залезть. Вот так вот. Ну все попрощались. Конечно, экспедиция нас очень сильно сплотила, всех ребят, всю команду. Но очень редко видимся. Живем в Якутске, в принципе, все. У ребят постоянно командировки, какие-то все дела. И вот не знаю, когда последний раз виделись, даже с Валерой, сейчас обсуждаем. Ну что, когда увидимся в следующий раз? Ну, надеюсь, еще увидимся. Мы решили, может быть, еще осенью выберемся. Закрыть сезон, покататься еще на катамаране. Вот. Ну. А мне пора ехать домой. Давайте. Счастливо. На данный момент, в отличие от Нижнеянска, когда все хворали, надеюсь, адаптировались, готовы дальше ехать. Так что налегайте на пищу и стартанем. Ну что, вы готовы отправиться в это опасное приключение вместе с нами? Ощутить те эмоции,
что чувствовали мы на протяжении всего времени пребывания в этих далеких и неизведанных землях. Это будет просто то, чего мы ждали эти 2 года всей командой. Тогда вперед. Это будет незабываемое путешествие. Мишка. На ваших глазах я вступаю впервые на такие далекие арктические земли. Небольшая паника. Давайте, толкайте лодку, я крайний.